Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире сентябрьский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Первый месяц учебного года выдался очень продуктивным, и мы спешим поделиться с вами самыми важными новостями. 1 сентября в Головном колледже и наших филиалах прошли торжественные линейки в честь начала учебного года. Мы рады приветствовать новобранцев и желаем каждому курсанту провести этот учебный год легко и плодотворно. В этот же день в Ульяновском региональном отделении ВСКС состоялся День открытых дверей для учеников школы-интерната номер 26. Добровольцы рассказали школьникам о деятельности регионального отделения, провели мастер-классы, ознакомили с порядком вступления во Всероссийский студенческий корпус спасателей. 2 сентября в честь Дня знаний наш филиал в городе Сарапул провел торжественную линейку в честь начала нового учебного года. Наш клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» с удовольствием выступили перед нашими новыми курсантами и преподавателями. Также 2 сентября у первокурсников Головного колледжа состоялся урок памяти, посвященный памяти погибших в теракте, случившемся в Беслане в 2004 году. А также 3 сентября в городе Йошкар-Олы курсанты колледжа приняли участие в акции, посвященной памяти жертв трагедии в Беслане. Вместе они зажгли множество лампадок, выложив слова «Террору нет». 3 сентября на базе нашего колледжа состоялся уже ставший традиционным международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы». Свои знания по истории нашей страны провели более 60 курсантов. 7 сентября в Йошкар-Оле в нашем филиале прошло показательное выступление для регионального отделения Всероссийского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Оршанского муниципального района. В Москве завершился финальный турнир Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов из женской команд. В турнире приняли участие 12 команд. От ульяновского филиала колледжа участие приняли 4 курсантки. За проявленное мастерство курсантам присвоили звание кандидата в мастера спорта. Поздравляем и желаем дальнейших успехов и побед в спортивной карьере. В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» добровольцы-спасатели Удмуртского регионального отделения ВСКС провели открытые уроки для учеников кадетской школы, посвященные популяризации культуры безопасности среди детей и молодежи. Курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС и клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» отметили День села Октябрьского, приняв участие в торжественной проходке по центральным улицам совместно с организациями села Октябрьского. Встречаем осень стильно, ярко и тепло. Ателье «Форма Арта» уже ждет вас согреть нашими теплыми куртками, кофтами и бомберами. Все модели есть как в наличии, так и под заказ. 11 сентября состоялся торжественный концерт, посвященный 25-летию ансамбля «Барабанщица Ульяна», в котором уже 8 лет участвуют и курсанты нашего филиала. От всей души поздравляем коллектив с этой круглой датой и желаем дальше радовать нас своими выступлениями. 10 сентября свой день рождения отметил зоопарк Удмуртии. Конечно, главным подарком стало выступление нашего клуба патриотического воспитания «Ижевские курсанты», который поздравил и зарядил всех хорошим настроением. Это было мощно, громко и ярко. 9 сентября в Ижевске состоялся финал Республиканской военно-патриотической спартакиады «Гвардия». На финале эмоции зашкаливали, а напряжение было невероятным. А то, как болельщики поддерживали соревнующихся, нужно было видеть. Наши курсанты совместно с клубом патриотического воспитания «Ижевские курсанты» просто разорвали стадион своим барабанным боем, яркими плакатами и громкими кричалками. В Йошкар-Оле наши курсанты посетили исторический экскурс, посвященный 210-летию Бородинского сражения «Недаром помнит вся Россия», в Республиканской детской юношеской библиотеке имени Валентина Христофоровича Колумба. Полезные, важные и необходимые для будущей профессии знания получили курсанты Ульяновского филиала на первом Всероссийском форуме волонтеров безопасности в Крыму. На форуме участники побеседовали с представителями молодежной политики в Крыму
и освоили важные теоретические и практические знания и навыки в общественной безопасности. 20 сентября по доброй традиции в стенах нашего колледжа прошла очередная акция «День донора». Курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС не только сдавали кровь, но и помогали медработникам. В этот день стали донорами более 50 курсантов колледжа. Благодарим за активное участие каждого. Курсанты Ульяновского филиала поучаствовали в слете студенческого актива колледжей и техникумов в Ульяновской области. За поездку на слет «Строим будущее своими руками» курсанты получили колоссальное количество знаний, навыков и практики. Также курсантам рассказали о проектах, которые планируются на 2022-2023 год. 20 сентября в управлении Росгвардии по Удмуртской республике клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» принял участие в торжественном мероприятии, посвященном клятве кадетов Юнгвардии. Курсанты с честью выступили и поздравили всех присутствующих своим традиционным номером с четким барабанным боем. Совсем недавно в Ульяновском филиале курсанты 4-го курса специальности правоохранительная деятельность успешно сдали демонстрационный экзамен, который показывает, чему научились будущие специалисты в процессе обучения. Курсанты продемонстрировали свои способности и отлично справились с поставленными на экзамене задачами. Поздравляем с результатом, продолжайте в том же духе. В рамках второй межконфессиональной спартакиады Удмуртской республики 2022 на базе легкоатлетического манежа прошли соревнования по дартсу и стрельбе из пневматической винтовки, в которой приняли участие наши курсанты и заняли призовые места. Поздравляем! С 16 по 18 сентября в Головном колледже состоялся традиционный трехдневный учебно-полевой выход. Это было удивительное путешествие. Курсанты проверяли свои силы в различных спортивных состязаниях, профессиональных эстафетах и творческих конкурсах. Их труд по достоинству был оценен жюри, и победу впервые за несколько лет одержала группа ПД-311. Спасибо каждому за хорошее настроение и упорный труд. Колледж государственной и муниципальной службы вошел в топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации. Единственное учебное заведение республики в списке 100 лучших по версии движения WorldSkills Russia. В топовой сотне колледж государственной и муниципальной службы Ижевска. Его курсанты на протяжении многих лет успешно выступают на чемпионате «Молодые профессионалы». В финале юбилейных 10-х состязаний и объявили результаты рейтинга. Колледж выпускает будущих спасателей, пожарных, юристов. Свои профессиональные навыки курсанты отрабатывают не только в учебное время. Летом тоже проходят практику в структурах МЧС и МВД. Добровольцы Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, они работают матросами-спасателями на южном побережье России. А в этом году 2 смены трудились в Центре гуманитарных операций МЧС России. В Ростове-на-Дону оказывали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Отряд «Доброволец» подготовил и передал им тонны продуктовых наборов, воды, одежды, предметов первой необходимости. За это отмечен благодарностью президента России. 23 сентября в Сарапуле прошел 11-й открытый фестиваль «Город надежды» с активным участием горожан. Вечернюю программу «Вальс надежды» торжественно открыли ярким концертным номером участники клуба патриотического воспитания «Ижевские курсанты». А 27 сентября мы поздравляли с днем рождения директора колледжа государственной и муниципальной службы Королюк Людмилу Викторовну. Людмила Викторовна, спасибо за ваш труд. Благодаря вам наш колледж растет и идет только вперед. На этом радостном событии выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Варич Виктория. До новых встреч!